Все самое важное за эту неделю. 4 пострадавших, один из них погиб. Страшная авария недалеко от Ухты. Убил и оставил в поле. Ухтинец написал явку с повинной через 2 месяца после преступления. Новое постановление: в Ухте объявлен особый противопожарный режим из-за холодов. Годовщина вывода: в Ухте почтили память погибших воинов. И акция вакцинация. В Ухте проходит иммунизация от коронавируса. Смотрите прямо сейчас. 18 февраля недалеко от поворота к поселку Водное образовалась огромная пробка. Причиной тому стало страшное ДТП с участием 3 автомобилей. Авария случилась в 11:58 на 302-м километре трассы Сыктывкар-Ухта на мосту через реку Чуть. Легковой автомобиль Hyundai ехал в Ухту из поселка Водный. В машине находился водитель и 2 пассажира. В это время КАМАЗ с прицепом, двигаясь в сторону Сыктывкара, пошел на обгон грейдера, который чистил дорогу. На встречной полосе водитель увидел легковую машину. Пытаясь притормозить, врезался в грейдер, прицепом задев Hyundai. Грузовик развернуло поперек трассы, вся передняя часть легковушки была смята из-за удара. Прибывшие на место медики и спасатели госпитализировали 4. Всех, кто находился в легковушке, а также водителя КАМАЗа. Чуть позже стало известно, что пассажир и водитель Hyundai находятся в крайне тяжелом состоянии. Вечером того же дня стало известно, что один из тяжело пострадавших мужчин скончался. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве, а также еще 2 преступлениях. Согласно материалам следствия, фигурант дела по тяжкому преступлению, а также краже, находясь под подпиской о невыезде, напал на своего знакомого, в квартире которого проживал, а также прятал похищенное чужое имущество. В один из летних дней 2 товарища пошли на поля Закуратова, после чего одного из них, потерпевшего, который был хоть и асоциален, но не агрессивен, начали искать как пропавшего без вести, пока в полицию с явкой с повинной не пришел обвиняемый спустя 2 месяца. Обвиняемому негде было жить после совершенного первого им преступления, и, соответственно, он познакомился с потерпевшим, стал у него проживать на протяжении месяца, так скажем, вошел в его доверие и после чего его убил. Удары нанес ножом, предположительно было нанесено 9 ударов. Все это время мужчина продолжал жить в квартире убитого. Но, как он позже объяснил правоохранителям, потерпевший ему постоянно снился. И злоумышленник все же решил признаться в содеянном. Он указал точное местоположение трупа, который без проводника найти было почти невозможно. Тело к тому моменту было уже скелетировано. Как он объяснил, причиной убийства стало то, что мужчины не могли найти на полях мешки с ранее собранным цветным металлом, который хотели сдать. Словесный конфликт перерос в нападение с ножом. Теперь ранее судимый фигурант 3 уголовных дел находится под стражей. За данное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Ухте вступило в силу постановление администрации о введении особого противопожарного режима на территории муниципалитета. Он введен 17 февраля и продлится до конца месяца. Виной всему аномально холодная погода последней декады зимы. В связи с этим на территории муниципалитета введены дополнительные меры пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, а также печного и газового оборудования. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан до 2000 рублей, на должностных лиц до 30, на предпринимателей без юрлица до 40. Юридические лица за халатное отношение к противопожарным требованиям могут заплатить максимальный штраф в размере до 400 тысяч рублей. В Ухте прошел традиционный митинг у памятника «Черный тюльпан». В этот день, 15 февраля, у символичной стелы собираются те, для кого-то
не просто дата. 32 года назад из Афганистана, в котором отслужили сотни тысяч советских солдат, вывели последний эшелон 40-й армии. Тысячи наших ребят вернулись в черных тюльпанах, в военных самолетах с грузом 200 на борту, в цинковых гробах. Среди них были ухтинцы, события в жарком Афганистане и после своего окончания уносили жизни. Пережить все ужасы войны непросто. Поэтому ветераны не забывают о своих товарищах и 3 десятилетия спустя. Время идет, прошло уже много лет. Но самое главное, мы помним те события, мы помним наших ребят, которые не вернулись. В народе говорят, пока помнят о человеке, он жив. То есть мы помним наших ребят, значит, они живы. Наверное, так. С 2010 года этот день, 15 февраля, стал памятным не только для воинов-афганцев, но и для всех, кто был советским и российским солдатом за границами своей родины. Среди ухтинцев есть воины-интернационалисты, которые служили в Сирии, Чехословакии, Кубе, Вьетнаме и Анголе. В знак солидарности и вечной памяти о погибших огненные гвоздики обожгли холодный камень памятного знака. Собравшиеся у ухтинского памятника возложили цветы. С 17 февраля в Ухтинском техническом лицее прошло открытие 5-й заводской олимпиады по химии. Ее инициатором 5 лет назад стал нефтеперерабатывающий завод. Предприятию хотелось привлечь новые кадры из числа завтрашних выпускников школ, а именно талантливых ребят, которые отлично разбираются в химии. Научные состязания проводились в Ухте по 2 направлениям – теория и практика. Самые лучшие получали возможность заключить целевой договор с предприятием, которое обучает ребенка в вузе, а после получения диплома еще и 100% трудоустраивает. То есть это был профориентационный проект для школьников Ухты. Они, по сути, закрепились в городе на будущее, остались в республике, пришли в промышленность и, собственно говоря, понимали, какое будущее их сегодня ждет. Но 2 года подряд, проводя Олимпиаду, мы пришли к выводу, что все-таки, наверное, сегодня нужно думать о будущем не только ухтинских выпускников, а есть задача сохранения кадров Республики Коми. И тогда мы инициировали перед Министерством образования Республики Коми выход на региональный уже уровень. За эти годы ребята из числа победителей и призеров заключили с заводом 7 целевых договоров в крупные нефтегазовые вузы страны по направлению химическая технология. Конечно, в этом году по всем известным причинам в ход Олимпиады были внесены коррективы. От практической части решили отказаться, а участники решают задачи теории, каждый в своем муниципалитете. На это никак не повлияло на количество участников. Ими стали 69 ребят из числа 11-классников и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений. Церемония закрытия Олимпиады, а также оглашение призеров и победителей пройдет в субботу, 20 февраля. Ухтинские медики рассказали, как в Ухте проходит иммунизация населения от коронавируса и ответили на самые актуальные вопросы. Напомним, первые партии вакцины от COVID-19 пришли в Ухту еще в декабре. Ими привили медиков из так называемой красной зоны. 323 человека уже прошли оба этапа вакцинации, никаких осложнений у них не было. Все чувствуют себя хорошо. Всего же муниципалитет получил 2970 доз вакцины, которая предназначена для населения Ухты и ближайших населенных пунктов. У нас сегодня на территории МГУ Ухта 2 поликлинических учреждения, амбулаторно-поликлинических, которые проводят вакцинацию против COVID-19. Главный врач одного из этих учреждений находится здесь, Антонина Петровна. На нее возложена на эту поликлинику возложена основная работа по вакцинации населения, так как количество прикрепленного населения к этой поликлинике значимо выше, чем к поликлинике, городской поликлинике Ярига, где также начата вакцинация. Первая вакцина на Яригу получена на прошедшей неделе. На Яригу мы получили 200 доз вакцины, а в поликлинике мы получили 2770 доз вакцины. Причем последняя партия вакцины, основная, она пришла как раз меньше, чем несколько дней назад. Безопасна ли вакцина, которой проводят иммунизацию населения Ухты?
Вакцина, когда она допущена к вакцинации населения, значит, она уже имеет знак равенства своей безопасности. По-другому условия нашего законодательства российского не допустило бы проведения вакцинации населению. Можно ли отказаться от ношения маски в общественных местах после вакцинации от коронавируса? Условия, которые требуются санитарными врачами, которые обозначены в любом документе главного санитарного врача. Я это подчеркиваю. Как только в стране можно будет в определенных местах не быть в масках или иметь еще снять еще какие-то ограничения, я думаю, мы все об этом с вами узнаем от главного санитарного врача Российской Федерации. Какие правила следует соблюдать при вакцинации от коронавируса? При вакцинации, вообще любой, надо сказать, любой вакцинации, в том числе и при этой вакцинации, нужно, естественно, соблюдать определенные условия. Человек должен быть здоров и не иметь проявления вирусных заболеваний при любой вакцинации. При этой вакцинации точно такое же условие и должно жестко выполняться. Человек не должен иметь обострение хронических заболеваний при любой вакцинации, в том числе и при вакцинации против коронавирусной инфекции. Человек при этой вакцинации действительно должен быть воздержан от алкоголя в течение минимум 3 дней и 3 дня минимум после проведения вакцинации первого и второго компонента. Но так как мы здесь все представители здравоохранения, мы, например, считаем, что человек должен воздерживаться от злоупотребления алкоголем не только перед и после проведения вакцинации. Мы за здоровый образ жизни, и все наши помыслы, в общем-то, на то, чтобы человек воздерживался от алкоголя, тем более его злоупотребления не только в период вакцинации. Можно ли заразиться коронавирусом от вакцины? Нет, коронавирусом заболеть нельзя, потому что вакцина, которую мы применяем, Гамковид-Вак, она не живая вакцина, и мы не вводим живой компонент данного вируса. Есть вакцины в нашей стране, я не говорю о именно коронавирусной инфекции, а о других вакцинах, когда мы вводим живой компонент вакцины, и то в этом случае исключено то, что человек может заболеть. Потому что, еще раз подчеркиваю, вакцина таким образом, по-русски говоря, готовится, да, хотя это слово не подходит, наверное, для вакцины, что заболеть от самой вакцинации невозможно. Можно ли заразиться коронавирусом при контакте с больным после первого этапа вакцинации? Сформирован ли иммунитет? Нет. Если бы после введения первого компонента был полностью сформирован иммунитет, то есть защита, мы бы не вводили второй компонент. Поэтому формирование защиты идет после только второго компонента. И вообще на формирование иммунитета после любой вакцины требуется определенное время, потому что это идет перестройка иммунной системы человека. При любой вакцине, при этой вакцине против коронавирусной инфекции, какая бы она ни была вакцина, тоже нужно время на формирование иммунитета. Может ли человек с иммунитетом от коронавируса быть переносчиком заболевания? Дело в том, что любой вирус садится куда? На слизистой оболочке и на коже. Почему мы входим в масках, почему мы ходим в перчатках в определенных местах, да? Почему мы соблюдаем расстояние 1,5 метра? Потому что вирус может сесть на любого человека, в том числе и вакцинированного, и он может явиться переносчиком другому человеку, непривитому данному вирусу в какой-то короткий период. Мы вакциной не защищаем от того, что этот человек не передаст, если он уже, этот вирус, попал на кожу и так далее. Почему нужен массовый иммунитет, большое количество привитых? Вот с этой целью. Для того, чтобы иметь иммунитет среди популяции нашего населения, нам нужно привить не менее 60%, желательно ближе к 68%. Нужно ли прививаться тем, кто уже переболел коронавирусом? Вы знаете, что есть люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И пока людей, которые ее перенесли, мы
не охватываем вакциной. У нас есть определенные документы, которые мы должны строго соблюдать, и поэтому именно эти граждане пока в вакцинацию не входят. Будет ли в Ухте при вакцинации использоваться вакцина Эпивак Корона? Она недавно поступила в Республику Коми. Как и первая вакцина, которую мы имели до этого, да, спутник Ви, первая вакцину, которую мы получим, будет прививаться медицинский персонал и сотрудники Роспотребнадзора. Точно так же, как и первая вакцина. Почему вакцина от COVID-19 поступает небольшими партиями? На территорию МУГУ-Ухта с 16 декабря поступило 2970 доз, из них 200 – это Ярига и 2770 – это городская поликлиника. Вакцина поступает партиями, и в дальнейшем мы также партиями будем получать вакцину. Большие партии доз вакцин поступать на такие территории, как наши, и на другие территории нецелесообразно, потому что хранение вакцин осуществляется при определенной температуре. Мы получаем вакцину и храним их в тех условиях, которые требуются для этой вакцины. При непосредственной вакцинации, перед вакцинацией мы размораживаем. То есть соблюдение перед приведением, хранения и размораживание данной вакцины перед проведением вакцинации – это очень строгое условие для любой вакцины, и в том числе для вакцины против COVID-19. Как можно записаться на вакцинацию от COVID-19? Формы записи на иммунизацию тоже разные. То есть сейчас можно записаться через портал Госуслуг. Затем по единому номеру телефона 8 855 500 можно оставить сообщение на сайте учреждения, где вы пишете номер телефона и свое имя, то есть не обязательно обозначать себя полностью. Сотрудники связываются и записывают. И у нас появилось еще такое ноу-хау, открытое цифровое окно, через которое очень активно наши пациенты записываются на иммунизацию. Можно ли пройти иммунизацию группы, к примеру, сотрудников одного предприятия? Можно это все сделать организованно, то есть пригласить в какой-то определенный день. Очень активно нам направляют заявки, и с прошлой недели у нас сформировано вообще по территории МУГУ-Ухта 13 прививочных бригад. Что входит в эти бригады? Это сотрудники, которые работают на ФАПах и в амбулаториях, и плюс несколько бригад, которые работают в поликлинике по улице Космонавтов 1, да, второе поликлиническое отделение. Значит, эта работа проводится с 8 до 20:00. Мы работаем в субботу и воскресенье, то есть первые выходные дни, которые прошли, мы очень активно иммунизировали. У нас работало 6 бригад. И те, кто были записаны через единое цифровое окно, мы их тоже активно приглашали, наших пациентов, и те, кто были записаны. Будут ли вакцинированы люди, живущие в населенных пунктах муниципалитета? Сейчас мы планируем выезжать уже на территорию МУГУ-Ухта, это сельские населенные пункты, где у нас проживает население, не имеющее иногда возможности, да, приехать к нам, и, в общем-то, это и финансово затратно, и неудобно по времени. Для этих целей мы будем использовать свой мобильный комплекс, в который мы приобретаем морозильную камеру для перевозки вакцины. Плюс у нас есть уже термоконтейнеры, мы еще их дополнительно закупаем. И как только нам позволит температурный режим на улице, да, выехать в населенный пункт, мы эту работу начнем проводить. Списки наши сотрудники, которые работают на ФАПах и в амбулаториях, составляют желающих пройти иммунизацию. И мы уже выезжая будем понимать, да, сколько нам нужно взять вакцины, сколько к нам придет жителей этого населенного пункта. Ну и, естественно, с ними уже в комфортных условиях для них отработаем все это.